Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Вот пришли специальные люди, чтобы показать, какие у нас результаты на вирусы гепатит Б. Она уже 3-й месяц лечилась. Можете сами все рассказать, как это вот пошли. Здравствуйте. Хотела вам показать свой результат за 3 месяца. 21 сентября я сдавала на анализы гепатит Б. И у меня в количестве было 16 тысяч, 27 тысяч гепатит ДНК. И после, как я курс лечения прошла 1,5 месяца, месяц 20 дней было, да? И после этого у меня... Это у нас 17 ноября, да? И 17 ноября. И у меня анализ вышел 2300. А именно маленькие вирусы это 3900. Это нижние, да, там маленькие вирусы гепатит Б. А именно печенное уплотнение было у меня до этого, когда у меня 27 тысяч было. Вот так, вот раньше вот так, число 21 сентября так было 16 тысяч и 27 тысяч. Да. И 2300. И в ноябре 2300 и 300. 900 это маленькие 300, вирусы. 900. Ага. Как подобие детеныша, доллар. И вот и 17 декабря. Да, сдавала анализы. Также у нас 1000 вышло. И именно вот эти маленькие вирусы 1700 был колы. Вот. И сейчас второй анализ сдала, сегодня вечером выйдет. Я пила аконит, омикс. И как бы чередовала 10 с маленьких доз я начинала, получается. Она 88 доза лечения вышла. До 80 капель? Нет, 88 вычек. 88 капель. Да, а потом опять опустили дозу. И я чередую омикс менен этот золотой напиток düştü. Вот этот икону чередую я. А канит, получается, я болиголов менен каждые 10 дней чередую. Утром и вечером. Я пью до еды и после еды. Шундай, как қандай болып қалсачы. Шундай что там, да? Но до еды пью я. В основном. Утром натощак içip тұрып, а после полчасадан кейін, потом я кушаю. Вот. Сейчас очень себя хорошо чувствую. Кстати, я врачыма алып барып берген. Я врачу это все показывала. Врач невозможно деген болчу да, мамач. Потому что количество оңойменен түшпөйт экен, да? Она не спускается. Bir жылдын ичинде четко. Как бы bir жылда и то инъекция алып, жана укол для живота деген бар экен, ошону алып, потом я бы түшмөй экен. Ну, это еще не факт, что түшөт, потому что гепатит Б не лечится. А С, ДЛР, оказывается, 90-80% лечится. Б очень трудно, да? Трудно лечится, да? Да, трудно лечится. А Б, Д, аевая еметен, да, Б, очень опасный вирус. И Б. Вот. Еще какие болезни у вас были? Болезнь у меня астма была. Этот клещ, подкожный клещ, который вызывает вот эти угри, прыщи деген. Астмам бар болчу, флаконмен жүрчүмүн. Мен 1,5 ай дегенде, за 1,5 месяца я поняла, что я забыла про флакон. Потому что я пользовалась флаконом, когда мне было плохо. Когда мне дышать нечем было. Что я пользовалась, да? А сейчас флакон, он стоит, как стоял, как раньше. Вот. И еще у меня был гайморит. Вот. У папы был этот сахарный диабет и грибок. Кстати, у папы грибка уже нету. Тырмагы өзү отат да, бутун тырмагачы жок болуп кеткен да, чирип кетип турбайбы? И из-за этого сейчас он кайра заново растет у папы. А у мамы был тромб, диагноз ставили. А сейчас у него прям ни тромба, ничего. Она как бы сейчас работает. Мама тоже с папой помогает по чуть-чуть каждые 2 дня. Ну, через день было. Так она не могла с постели встать. Вот. Всей семьей пьете, да, значит? Всей семьей пьем. И моя сноха пьет, мой брат пьет. И мы всей семьей пьем.
Вот у снохи было внутричерепное давление, у нее нормализовалось давление. Вот я это от всей души, потому что я до сих пор рада, что я выздоровела, что я могу работать, я могу... Меня просто нигде не принимали этой болезнью. Не принимали просто. И даже, оказывается, из страны тоже могут и не выпустить за эту болезнь, так как у меня там в сфере этой, имеется в виду, я работаю. Да, ошол үчүн мени чыгарбайт болчу. Вот сейчас я за отзывами приехала. Через 3 месяца, за это время келген эмес болчумун. И вот сейчас только приехала и я оставляю отзыв. Вот, вы можете мне звонить на номер телефона. Так, продиктовать, да, надо? Продиктовать. Вот. Напишем потом номер телефона. Ну, эти, видите, как всегда говорил, это семейные лекарства, это не только, короче, вот этот гепатит, но и многие проблемы он решает. Даже сахар, проблемы сахара в крови. Любое то, что в крови вирус, только может эти лекарства вылечить организм человека.